Казахские власти будут максимально тянуть и выжидать, делая вид, что ничего не происходит, а потом сделают так, как пожелает более сильный из оппонентов. Если США и Китай всерьез попытаются противостоять друг другу на территории Казахстана, то это выльется, скорее всего, в массовые акции протеста и, возможно, даже массовые беспорядки против китайского присутствия в Казахстане, агрессию против граждан Китая и административных зданий консульства, посольства, китайских корпораций. Дальше уже ситуация будет непредсказуемой. Казахстанский политолог Марат Шибутов прокомментировал нарастающее противостояние США и КНР в Казахстане. Китай предложил США закрыть биолаборатории, находящиеся в странах СНГ. Одна из таких лабораторий находится на территории Казахстана. Чем это может грозить стране, на мой взгляд? Это обычная пропаганда Китая, чтобы снять с себя ответственность за распространение коронавирусной инфекции. Еще в апреле китайцы стали вкидывать информацию, что коронавирус разработан американцами на территории Казахстана, так что дальнейшие их шаги были ожидаемы. Казахстан будет, конечно, против этого протестовать, но в целом возможности у нас не слишком большие. Но в любом случае надо понимать, что китайцам никто уже не поверит. Слишком сильные доказательства у США, чтобы можно было их игнорировать. Какими инструментами могут воспользоваться противоборствующие стороны, чем это может обернуться для территории, на которой эта борьба может развернуться? Инструментов очень много. Есть экономические, кредиты, инвестиции, торговые квоты, транзит, политические, санкции, информационные, давление в СМИ, уголовные, возбуждение уголовных дел, розыск, суды. Также есть военные средства давления. Если говорить о Казахстане, то тут, конечно, у США намного сильнее позиции, потому что у них гораздо лучше поставленный пиар и вообще инструменты мягкой силы. Если США и Китай всерьез попытаются противостоять друг другу на территории Казахстана, то это выльется, скорее всего, в массированные акции протеста и, возможно, даже массовые беспорядки против китайского присутствия в Казахстане, агрессию против граждан Китая и административных зданий консульства, посольства, китайских корпораций. Дальше уже ситуация будет непредсказуемой. Как Казахстан будет реагировать, если страна действительно станет площадкой для информационной борьбы между Пекином и Вашингтоном? В принципе, она уже становится площадкой, и надо ждать дальнейшего обострения. Реакция нашего государства, видимо, будет тоже в информационной сфере. Это ноты, разъяснения, кампания в СМИ и так далее. Хотя нет, до кампании в СМИ, наверное, не додумаются, так как это больше, чем один шаг. Я думаю, что пока никакого плана у наших властей нет и, думаю, нет вообще желания понять, что мы стали площадкой для такого противоборства. Поэтому они будут прятать голову в песок до обострения. Затем у них начнется паника, и они сделают что-нибудь, что первое придет в голову. Как Казахстан будет в дальнейшем выстраивать свою внешнюю политику с учетом этого противостояния? Я думаю, наши власти будут максимально тянуть и выжидать, делая вид, что ничего не происходит, а потом сделают так, как пожелает более сильный из оппонентов.